Прокатиться зайцем и не получить административный штраф возможно только на Мархаш. В праздничные дни Ид-аль-Фитр доехать до желаемой точки пассажиры смогут бесплатно. Несколько десятков единиц общественного транспорта будут 3 дня курсировать по дорогам Ингушетии. Задействуют все населенные пункты республики. Безвозмездные перевозки будут осуществлять как государственные, так и частные перевозчики. К такому соглашению пришли в ходе совещания оперштаба регионального Минтранса. В очередной раз данная работа нами проводится, и мы хотели бы предупредить население о том, что наше министерство, как всегда, ответственно пытается подойти к этой ситуации, сделать так, чтобы именно в преддверии праздничного мероприятия перевозка пассажиров у нас была доступна. Создан оперативный штаб из числа представителей, которые будут координировать работу за деятельностью общественного транспорта. То есть, если раньше время работы общественного транспорта завершалось в 19 часов, то в праздничные дни он будет ездить до 21:00. В нашем случае сообщение оно будет охватывать всю территорию Республики Ингушетия. Единственное, у нас будет продление по некоторым маршрутам, это продление до 21:00. Это в направлении у нас будет Сунжа-Алкун, Сунжа-Назрань, Назрань-Магаз и Назрань-Волгобек. Вот эти направления мы будем продлевать. По остальным направлениям, в том числе и направление пригородного района, у нас будет работать в штатном режиме. Большая часть маршруток в праздничные дни будет работать с 7 или 8 утра. Бесплатные проездные билеты в праздники для всех пассажиров стали приятным подарком. Как правило, общественным транспортом пользуются подростки, пожилые люди. Также определенную часть пассажиров составляет и работающая категория граждан, которые вынуждены дежурить в праздничные дни. Также в период празднования Ид-аль-Фитр заработает горячая линия по работе общественного транспорта. В случае, если за проезд у пассажиров будут требовать плату или возникнут другие вопросы, жители могут позвонить по номеру оперштаба Минпромсвязи. Сообщая о нарушениях, которые заметят во время поездок, важно указывать дату, время поездки, маршрут и госномер автобуса. Звонки будут приниматься с 8 до 22 часов. Также на сайте министерства есть вся информация о маршрутизации и графике движения общественного транспорта. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.